Продолжаем. Наша лекция – это лекция по защите прав и законных интересов потребителей финансовых услуг. По своему определению, которое содержится в 135-м федеральном законе, финансовая услуга – это банковская услуга, страховая услуга, услуга на рынке ценных бумаг, услуга по договору лизинга, а также услуга, оказываемая финансовой организацией и связанная с привлечением или размещением денежных средств юридических и физических лиц. Защита прав потребителя – это комплекс мер, реализуемых государством и направленных на регулирование общественных отношений, возникающих между потребителем и субъектом предпринимательской деятельности, а также физическими лицами. То есть у нас есть перечень и ряд нормативных документов, которые регламентируют и защищают нас, как потребителей финансовых услуг. Непосредственно контроль и надзор за оказанием финансовых услуг и защиту наших прав осуществляет Министерство финансов, Роспотребнадзор, Федеральная антимонопольная служба, Банк России, то есть государственные органы исполнительной власти в субъектах Российской Федерации и органы местного самоуправления, а кроме того суды общей юрисдикции и арбитражные суды. То есть в целом нужно сказать, что мы институционально, наши потребители финансовых услуг достаточно защищены в Российской Федерации. Мы можем разбить проблемы, которые связаны с приобретением финансовых услуг по различным направлениям. В частности, по кредитованию, по страхованию, по безналичным денежным операциям. И такую классификацию мне помогли составить студенты нашего института. В частности, если мы говорим о кредитовании, то это может быть проблемы, связанные с навязыванием страховки при получении кредита, нарушением при взыскании долга, ошибочными требованиями возврата долга. Если это страхование, то это может быть несвоевременная выплата страховки, недоплата, недоучет понижающих коэффициентов при продаже страховки. Если это безналичные денежные операции, в том числе банковские карты, то это может быть невозврат денег после ошибочных переводов, невозврат денег на карты после мошеннических операций, начисление комиссий за обслуживание карт, которыми потребитель не пользовался. В части вкладов это может быть невыдача вклада, задержка с выдачей вклада, прием вклада без их должного оформления, то есть что в результате может привести к мошенническим действиям и потерю вами соответствующего вклада. В части других финансовых услуг у нас тоже могут быть ряд проблем, например, брокерские услуги. Это задержка с перечислением денег, неисполнение заявок клиента при исполнении их, либо исполнение на невыгодных условиях. Управляющих компаний, например, ПИФ и невыдача или задержка выдачи денежных средств, неисполнение инвестиционной декларации управляющих компаний, которая привело к финансовым потерям клиента. Ломбарды – это может быть неправильная оценка заложенного имущества. Депозитарии, то есть это ошибка в депозитарном учете, неисполнение или несвоевременное исполнение поручений клиента. Долевое строительство, задержка со сдачей объекта, недоделки, прекращение строительства. Соответственно, как и наши студенты нашего института предлагают работать в плане защиты наших с вами интересов как потребителей финансовых услуг. То есть написать официальную письменную претензию руководству финансовой организации с изложением требований. Это можно сделать, например, через официальный сайт кредитной организации. Если это не помогает, то обращаемся в государственную или общественную организацию, которая защищает права потребителей финансовых услуг. Это тоже можно сделать непосредственно через сайт, либо можно это сделать путем обращения по телефону. Если это не помогает, то обращаемся в суд с помощью организаций, защищающих права потребителей. Кроме того, в плане защиты прав потребителей финансовых услуг Банк России также ведет интернет-приемную, где мы тоже можем разместить наши непосредственно вопросы и получить непосредственно ответы и обратиться с жалобами в Банк России на действия, например, кредитных организаций. На этом все. Наша лекция подготовлена на основе материалов Университета Банка России, справочно-правовой системы «Консультант Плюс».